Уфа является одним из культурных, спортивных, промышленных и научных центров Российской Федерации. В столице Республики Башкортостан образовательная сфера представлена целым рядом учебных заведений. Одним из ведущих является Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы. После преобразования Башкирского государственного педагогического института имени Тимирязева в Башкирский государственный университет в регионе возникла потребность в развитии высшего педагогического образования. По ходатайству руководства республики в 1967 году был основан вуз, который закрыл нишу на рынке образовательных услуг. Вхождение педагогического университета в состав сетевого университета ШОС, открытие на его базе исследовательского центра по развитию исламского образования в России вплотную подвели к созданию на его базе Центра по повышению квалификации, подготовки и переподготовки учителей русского языка и литературы для стран ШОС и БРИКС. Более того, сегодня вуз претендует на роль базовой площадки Миноборнауки России для подготовки научно-методического сопровождения преподавания русского языка и литературы в регионах с поликультурным и поликонфессиональным составом. Вход в главный корпус Башкирского государственного педагогического университета украшает памятник Мифтахетдина Акмуллы. Имя великого просветителя второй половины XIX века вуз получил в 2006 году. Именно тогда здесь, на этой площади, и появился памятник мыслителю и поэту. Рядом с ним фотографируются гости и абитуриенты, а студенты совершают некий таинственный ритуал. Для того, чтобы сдать сессию на отлично, они трут руку ученому. Говорят, помогает. Кстати, Акмулла творил не только на территории Башкортостана. Возможно, именно благодаря ему зародились и наши теплые отношения с Казахстаном. Совместные сетевые проекты и сотрудничество в рамках университета ШОС только набирают обороты. А сейчас уже, конечно, и с другими странами – Индией, Ираком, Афганистаном, Пакистаном, Ираном, Китаем, США, Колумбией, Таджикистаном, Узбекистаном, Армении. Международные связи расширяются и крепнут. Все чаще в аудиториях можно встретить посланцев самых разных стран и регионов. Студенты БГПУ проходят обучение, стажировки, осваивая не только языки, но и зарубежные системы профессионального образования. Успешно развиваются совместные программы бакалавриата и магистратуры. Мы обучаемся в окружении международных студентов. Благодаря этому познаем другие культуры и традиции. К тому же мы находим друзей на всю жизнь. Однако делать ставку только на международное сотрудничество сегодня было бы неверно. Крупнейшие и передовые вузы России активно осваивают сетевые формы работы. Одним из важнейших направлений для БГПУ стало активное внедрение сетевых программ на уровне педагогических вузов страны, а также самых инновационных университетов, заинтересованных в том, чтобы предоставлять студентам возможность безграничного образования вне пространства и времени. На мой взгляд, о качестве образования в университете свидетельствуют карьерные успехи его выпускников. Будучи студентом, и я начал свою трудовую деятельность на телевидении. Из стен нашего университета ежегодно выпускается несколько тысяч молодых специалистов, высококлассных переводчиков, перспективных инженеров, увлеченных филологов, талантливых математиков, достойных историков, успешных физиков, многообещающих генетиков, подающих надежды спортсменов, гениальных художников, востребованных дизайнеров, креативных педагогов, азартных археологов, вдохновленных культурологов и других целеустремленных профессионалов. А студенты колледжа БГПУ приходят им на смену. Начиная с Олимпиады в Сочи и заканчивая саммитами ШОС-БРИКС, наши специалисты работают на всех этапах и уровнях лингвистического обслуживания. Здесь мы говорим о синхронных переводчиках, здесь мы говорим о последовательном переводе, о письменных переводчиках. Выпускники нашего вуза работают в различных государственных и частных структурах не только России, но и за рубежом.
Такие успехи были бы невозможны без талантливых руководителей, каждый из которых внес серьезный вклад в становление крупнейшего в регионе образовательного, научно-методического и инновационного центра республики, единственного педагогического вуза в значительной степени ориентированного на работников образования, работников непроизводственной сферы, чья подготовка требует качественно иных подходов к организации учебного процесса. Сегодня университет возглавляет доктор педагогических наук, профессор, председатель Совета ректоров Республики Башкортостан Раиль Мирваевич Асадуллин. Педагогический университет сегодня дистанцируется как научно-образовательный методический центр системы образования. Все те проекты, которые продвигаются в системе образования республики, они инициированы практически нашими учеными, которые работают с коллегами из других вузов, и ими продвигаются. Поэтому формальным языком, если сказать, то систему образования сегодня невозможно представить без Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Наука интересна. Каждый раз это доказывают ученые университета. Перспективные биотехнологические исследования, актуальные психофизиологические эксперименты, исторические реконструкции, реальная практика переводоведения на мероприятиях международного класса. Самое важное в научных исследованиях сегодня – это их практикоориентированность и связь с производством или его созданием. Например, в вузе создают яблочные уксусы и сидры, высокое качество которых подтверждено профильными выставками. Кстати, делают их из яблок, выращенных в загородном центре БГПУ Салихово. Научные исследования в области проблем семьи, детства, инклюзивного образования проводятся при непосредственном взаимодействии с семьями, испытывающими проблемы, и детьми, нуждающимися в повышенном внимании. Так, студенты Института педагогики и участники центров и лабораторий проходят практики в домах-сирот, детских домах, специальных учебных заведениях для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный студенческий фонд «Байрам» социально-гуманитарного факультета организует для детей, находящихся на длительном лечении, выездные развлекательно-познавательные мероприятия. Преподаватели БГПУ – это прекрасные люди, которые являются для меня наставниками. У них можно перенять много нового и интересного для саморазвития. А благодаря вузовским альгологам собрана богатая коллекция водорослей и цианобактерий, которая была зарегистрирована у World Federation for Culture Collection, ведь наземные водоросли рассматриваются в качестве перспективных объектов для получения биотоплива. Подобные достижения становятся возможны благодаря увлеченности ученых, которые разработкой многих проблем занимаются, будучи еще аспирантами. Так, аспирантка естественно-географического факультета изобрела новую разновидность гидрогеля, успех применения которого в сельском хозяйстве нельзя переоценить. В засушливые или дождливые периоды гель успешно как абсорбирует, так и отдает влагу. Хорошее образование невозможно без чтения книг. Ежегодно книжный фонд вуза пополняется тысячами изданий. Однако библиотека богата не только тем, что находится в книжном хранилище, но и электронными ресурсами. А сетевой обмен между вузами Республики Башкортостан способствует созданию новых, сверхкомфортных условий для тех, кто хочет получать постоянно свежую информацию. Теперь, помимо электронного каталога, студент БГПУ может пользоваться большим книжным фондом других высших учебных заведений. В нем содержится учебная, учебно-методическая литература и многие другие материалы. Пройдя по ссылкам, имеющимся в библиотеке, участник портала получает доступ к полнотекстовым материалам и разнообразным медиаресурсам. Проект по публикации в интернете онлайн-курсов не за горами. Дистанционное образование будет повсеместным и доступным для каждого. БГПУ обучает очень эффективно, ведь уже на втором курсе я понял, что мои знания и навыки значительно увеличились. Интернет-пространство и двери университета открыты не только для студентов. Здесь с малых лет воспитываются юные исследователи. Несколько лет назад на базе физико-математического факультета открылась первая в республике творческая мастерская для детей и молодежи
«Уникум», построенные по принципу фаб-лабов, в которых можно быстро воплотить самые удивительные идеи на современном оборудовании и с помощью новейших материалов. Остается только генерировать идеи. Желающих реализовать свой креативный потенциал оказалось так много, что «Уникум» трудится ежедневно и в несколько смен, занимаясь с ребятами разного возраста. Здесь и курсы образовательной робототехники, и наноопыты, и 3D-лаборатория. А в новом технопарке «Город будущего» при Институте профессионального образования и информационных технологий одаренные дети занимаются экоинформатикой, программной инженерией, изобретательством и рационализаторством, компьютерным моделированием, разработкой искусственного интеллекта и другими проектами. Молодые таланты – наше будущее. Руководствуясь именно этой мыслью, мы активно развиваем ребят в Центре развития одаренности школьников. Ребят не только из нашей республики, но и из других регионов России, стран ближнего зарубежья, а также европейских стран и Америки сдружила Акмулинская олимпиада. Более 20 тысяч школьников участвуют в различных творческих конкурсах, предметных олимпиадах, викторинах, соревнованиях, интеллектуальных играх, межрегиональных олимпиадах школьников, проводимых Университетским центром развития одаренности школьников. Площадкой для подобного творчества и инновационных занятий стал социально-образовательный центр Салихова. Получить знания и прекрасно провести время на свежем воздухе – идеальный вариант. Здесь можно отвлечься от забот шумного города и забыть о проблемах. Замечательный загородный комплекс, представляющий помимо образовательных мероприятий полный спектр развлечений и релакс-процедур. Размещение в 2, 4 и 6 местных номерах. VIP-зона, мангальная зона, сауна и массажный кабинет. Проведение конференций и тренингов в деловой, но все же несколько расслабленной атмосфере, шумное веселье, тихий семейный отдых, активный отдых для дружеских компаний – все это и совмещается в центре Салихова. Но самое главное здесь – это необычайно теплая атмосфера центра, ведь многое здесь создано руками студентов и преподавателей. Достоинство вуза – его выпускники. Среди них есть и немало по-настоящему ярких звезд. К примеру, вот по этим коридорам когда-то ходил легенда русского рока, выпускник художественно-графического факультета БГПУ Юрий Шевчук. И мы чувствуем сопричастность к личности этого великого музыканта и гордимся тем, что нас объединяет один вуз. Выпускники педагогического университета хорошо зарекомендовали себя на ведущих руководящих должностях. Многие из них успешно трудятся на благо родной республики и страны. Это и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, и министр образования республики Гульназ Шафиков, и заместитель главы администрации Уфы Сантимир Баязитов. Список можно продолжать. В нем будут и заслуженные деятели в области науки, художники, дизайнеры, работники культуры, телеведущие, директора школ, бизнесмены и многие другие. Спорт и БГПУ – понятия неразделимые. Университет гордится своими студентами и выпускниками, участниками и победителями Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионами и призерами чемпионатов мира и Европы. В Башгоспедуниверситете были подготовлены такие выдающиеся спортсмены, как пятикратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта, ныне вице-президент Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, двукратный паралимпийский чемпион Александр Неволин-Светов, сурдоолимпийский чемпион Вадим Боровик, заслуженный мастер спорта, 8-кратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко, 3-кратная чемпионка и рекордсменка мира по плаванию среди слепых Анна Крившина и другие известные спортсмены. Воспитанию чемпионов способствует и отличная спортивная база университета. Здесь целых 3 бассейна, тренажерный зал, просторный спортивный зал, кабинет функциональной диагностики и манеж. Широкие возможности привлекают студентов, и они начинают увлекаться не только массовым, любительским видом спорта, но и профессиональным.
Среди них плавание, волейбол, футбол, русская лапта, спортивный туризм, спасательное многоборье, спортивная аэробика, легкая и тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и множество других секций, появляющихся благодаря работе студенческого спортивного клуба БГПУ «Арслан». Показать себя на спартакиадах, веселых стартах и иных соревновательных мероприятиях может сегодня каждый студент. А с возрождением норм ГТО в ВУЗе стали активно создавать условия для обеспечения работы по внедрению и реализации этого комплекса. Работающий при ВУЗе Центр тестирования осуществляет большую просветительскую и методическую работу по всей республике, осуществляя подготовку квалифицированных специалистов для внедрения норм ГТО. Университет помогает оценивать и развивать наши таланты. В студенческой весне и на различных творческих мероприятиях может принять участие каждый студент. Учеба в ВУЗе – это творчество без границ. А творчество открывает двери в большой мир искусства. И все-таки большую часть своего времени ребята проводят в студенческом городке, который состоит из 7 благоустроенных общежитий, дойти до которых от университета можно за 10 минут. И санатория-профилактория, необходимого для сохранения здоровья студентов. Комфорт и удобство доступны каждому, ведь сегодня заветное место в общежитии получает каждый обучающийся. БГПУ – это университет, открытый для студентов. Любая инициатива поддерживается, в том числе и материально. Все это благодаря отличным стипендиальным программам. Черноморское побережье Краснодарского края и Крым, горнолыжные курорты Абзаково и Банное, Санкт-Петербург, Павловское водохранилище – все эти места давно стали любимыми для наших студентов. Активно участвуя в жизни вуза, занимаясь спортом и творчеством, научными исследованиями, участвуя в университетских конкурсах, в качестве благодарности ребята поощряются приятным отдыхом. А те, кто занимается в Центре подготовки вожатых имени Екатерины Поспеловой, не только получают необходимый опыт педагогической работы, но и проходят свою вожатскую практику в детских лагерях республики и Подмосковья. Не только участвовать в жизни университета, но и учиться принимать важные решения позволяют современным студентам созданные для них структуры, например, Объединенный совет обучающихся. Многие вопросы, касающиеся учебы, студенческого городка, внеучебной деятельности, решают здесь. И, конечно, как и прежде, решением насущных студенческих вопросов занимается профсоюзная организация студентов. Я не беспокоюсь за свое будущее, потому что уже сегодня я воплощаю свои мечты и цели. Профессия педагога охватывает множество специальностей. Это и воспитатели в детских садах, и учителя в школах, и преподаватели в училищах, техникумах, вузах, а также тренеры в спортивных школах. И этим только возможности специалистов с дипломом педагога не ограничиваются. Современный человек учится всю жизнь, поэтому программы магистратуры востребованы учителями и другими специалистами. Институт дополнительного образования быстро откликается на нужды современного общества. С внесением изменений в Семейный кодекс перед усыновлением будущим родителям необходимо пройти школу приемных родителей. Такую школу реализует в республике только БГПУ. Многие программы разрабатываются на заказ, под потребности работодателя. А совсем недавно в ВУЗе заработал и учебный центр «Вторая профессия», в котором студенты параллельно с основной образовательной программой и все желающие могут получить и дополнительную профессию, например, руководить творческим коллективом. Сегодня Башкирский государственный педагогический университет продолжает двигаться вперед, созидая будущее.